Сегодняшний тренинг будет на русском. Вчера было на казахском, сегодня будет на русском, друзья. Так что придется подождать, пока подключится, я пока не увижу. Вот я вчера проводил тренинг, я посмотрел, там очень многие люди подписались, да? Но я смотрю, некоторые даже не зашли. Давайте подождем. Во-первых, друзья, сейчас я начну. Давайте проверим связь. Что хотел сделать, ударение на что? Друзья, проверьте, пожалуйста, где вы сидите, чтобы у вас была связь правильная, чтобы никто вам не мешал. Потому что я замечаю, когда мы много отвлекаемся, да, как бы освоение идет неправильно. Поэтому я хочу, чтобы вы удостоверились, да, вот в каждом доме есть Wi-Fi, там, где вы сидите, да, просто понять, где хорошо ловит, да. Вот туда идите, чтобы вам не мешали. Я понимаю, семья, дети, основной женский пол здесь сидеть. Попросите, чтобы вас не отвлекали. Потому что, когда отвлекаешься, освоение идет неправильно. А когда ты не освоил, ты завтра не можешь применить правильно, понимаете? Фундамент строится, учиться, надо уметь правильно учиться, друзья. Поэтому обратите внимание, Wi-Fi как работает, чтобы не зависало, как меня слышно, чтобы никто вам не мешал, потому что это именно фундамент, друзья, потому что будут практические знания, психологические знания, вот это все надо вам освоить сперва. Поэтому вот обратите внимание, чтобы никто вам не мешал. Вот особая первая задача. Второе, друзья, фокус, фокусируйтесь. Раз вы пришли на этот тренинг, да, вот фокусируйтесь, потому что есть что взять отсюда, да, и ты когда осваиваешь, применяешь легко. Фундамент, почему многие люди не применяют, как бы почему они не меняются, потому что они не осваивают. Теперь я сейчас попозже вам дам эти инструменты, которыми я сейчас пользуюсь, они 1000% работают. Понимаете? Поэтому обратите на это внимание, друзья, хорошо? Сейчас будем ждать людей. То, что вы пришли на этот тренинг, друзья, то, что вы доверились, да, то, что вы хотите измениться, это уже большой шаг на сегодняшний день. Поэтому я вас сейчас все зайдут и сразу же поздравлю всех, да, потому что именно те люди меняют жизнь в лучшую сторону, которые обучаются. Я всегда говорю, обучение – это сила, знание – это суперсила, друзья, суперсила. Давайте подключайтесь быстро. Жду, потому что чуть-чуть надо подождать. Кто со мной не знаком, сейчас будем знакомиться. Поэтому то, что вы сегодня возьмете, да, это новые подходы. Я сейчас объясню вам, как это все правильно освоить, как это все применить пошагово. А вы... Второй шаг, друзья, обязательно возьмите ручку, тупой карандаш, острее ума. Когда мне говорили, я не понимал. Первый раз я ничего не писал. Я думал, мозг все запомнит. Нет, друзья, мозг не может все запомнить. Представьте. Почему? Потому что, чтобы мозг запоминал, его надо прокачивать. Поэтому я начал писать. Мозг, когда хорошо работает, когда ты пишешь. И когда ты пишешь, она легко осваивается и запоминается. Потому что, если ты не пишешь, ты сейчас хорошо как бы подпитываешь, а потом забывается. Почему забывается? Потому что после тренинга у тебя и начнутся бытовые дела свои. И ты тогда начинаешь забывать, а потом не можешь вспомнить. У вас было в жизни такое, вроде бы пришла какая-то мощная идея, да, к вам, и вы прямо озарение поймали, но не записали, а потом забыли об этом. Друзья, у вас было такое? Поэтому у меня всегда бывает такое. Поэтому я говорю, пишите, друзья, потому что это будет конспект.
Для чего это нужно? Первое, ты будешь работать по этому конспекту, это будет твоя стратегия, это твой план действий. Второе, по этому конспекту ты будешь улучшать себя. Третье, по этому конспекту ты будешь передавать эти знания своей команде. MLM-бизнес на чем строится, вы знаете, да, я говорил, обучаться и обучать. Когда человек обучается и обучает, он быстро осваивает информацию. Вот это запомните, вот это золотые правила MLM-бизнеса, друзья. Поэтому я хочу, чтобы вы уже с фундамента, многие люди забывают об этом. Почему? Потому что, как сказать, вот эта бытовуха им мешает запомнить это все и передавать. Вечер добрый, я как раз вас жду, поэтому нужно обязательно записывать. Потому что конспект, стратегия, все великие люди, они записывают. Потому что надо переходить, переключаться. Когда у тебя есть лекция, и ты прошел этот бизнес-обучение, когда ты читаешь лекцию, мозг сразу запоминает, там есть нейронные связи. Поэтому дайте ударение на это. А я буду как раз в этом направлении, чтобы вы быстро осваивали и быстро могли применять. Я буду давать сегодня мощные инструменты вам. Вчера на казахском, когда я выступал, да, потом я начал спрашивать, понимаете, 2 часа я вчера выступал. Сразу хочу сказать, это будет сохраняться, вы можете пересмотреть в IGTV, это будет все, друзья. И когда 2 часа я выступал, некоторым уже поздно стало. Друзья, если сегодня будет 2-часовое выступление, да, не уходите на втором этапе, потому что каждый день, я вас понимаю, друзья, раз вы заплатили, да, я хочу четко вам дать инструменты. Понимаете? Поэтому это вам нужно. Я не понимаю некоторых людей, да, которые говорят, 1,5-2 часа растянулось. Поймите, друзья, я хочу дать пользу, больше пользы вам. Понимаете? Эти обучения, они стоят очень много денег. Понимаете? Поэтому, раз вы заплатили, не надо тут винить кого-то, хорошо, там этот помещал. Завтра на завтрашнем обучении я обязательно поговорю об этих вещах, которые вам мешают, понимаете? Поэтому, если ты хочешь достичь успеха, говорят, познай себя, молодцы. Потому что в познании себя кроется вот этот ваш талант, ваше вдохновление. И при помощи своих обучений не только я буду давать инструменты, я хочу, чтобы вы начали познавать себя. Спасибо огромное, Рахмет, Керемет Полтит. Вы знаете, некоторым людям, очень многим, да, вот 70-80% это понравилось вчерашнее казахское обучение, да. Кто сидит, не умничает, кто хочет освоить, кто из себя не строит умника. Я понимаю, я тоже строил умника. Друзья, когда ты начинаешь строить умника, да, может вы знаете это, да, но возьмите эти знания, чтобы улучшать. Хорошо, ты знаешь, применяешь, улучши. Всегда надо развиваться, понимаете? Поэтому, друзья, я не хочу, чтобы вы именно вот этими делами не умничали, потому что мозг так работает. Тогда, друзья, поехали, давайте знакомиться. Те люди, которые меня не знают, я начинаю уже выступать, потому что у нас со временем остальные будут присоединяться. Так, меня зовут Махсат, фамилия Ануарбеков, отчество Распекович. Вопросы потом, друзья. Смотрите, как я пришел в этот бизнес, почему я даю тренинги на сегодняшний день, откуда я взял образование. Первое, друзья, я основатель первой казахстанской сетевой компании в Казахстане, именно. Один из основателей. У нас была компания «Фито-Бриллиант Кызылмай». Есть даже здесь лидеры, которые у меня были лидерами, понимаете, когда-то.
И вот так получилось, что Всевышний дал такую возможность, да, и мы основали казахстанскую компанию в одном А4 формате. Когда мы основывали эту компанию, я пришел с военной жизни. Как я попал в этот бизнес, потом я вам расскажу эту историю. Это тоже была какая-то история, потому что у каждого человека есть истории. Понимаете? Поэтому, когда я был военным, были проблемы, как бы натолкнуло эти проблемы, чтобы я пришел в MLM бизнес. Теперь я люблю эти проблемы. В жизни как бывает часто, да, когда к нам приходит проблема, мы начинаем переживать. Я вам хочу сказать, ребята, не переживайте, любая проблема к вам приходит. Для чего? Для того, чтобы вы выросли. А как вы это поймете? Мы же люди как бы... Понимаете, психологически не терпим, да, когда приходят проблемы, мы начинаем переживать. Понимаете, я тоже так очень сильно переживал. А потом у вас было в жизни, да, смотришь, проходит 2-3 года, если бы не было бы этой проблемы, если бы не было бы этой обучения, вы бы не изменились бы, понимаете? Поэтому люди, почему говорят, терпение, труд, все перетрут. Именно нужно терпение, ребята. Вы не знаете, когда Бог закрывает все двери, говорят, открывает окошко открытым, понимаете? Поэтому у меня лозунг такой, ребята, вы можете тоже внедрить это в свою жизнь. Что бы ни делалось, все к лучшему. Вот так нужно программировать все, понимаете? Все не делалось бы, все к лучшему. Раз вы пришли на это обучение, да, вы думаете, это случайно вы сюда пришли на это обучение? Нет, ребята. Хотите, я вам покажу, почему не случайно? Потому что каждого из вас было намерение что-то изменить. Случайно не приходят на эти обучения. Потому что у меня тоже такое было, понимаете? Когда ты начинаешь делать намерение, да, что-то в тебе не нравится, и твое положение сегодняшнее, да, и ты хочешь улучшить финансовое положение там, в отношении, да, и ты начинаешь думать, в мозг идет эти мысли, да, потом начинают эти мысли расти, и начинаешь ты тянуть. А потом, как идет возможность? Всевышний дает возможность, не так, на, возьми, никому так не дает. Когда ты намерение делаешь, твою жизнь приходят такие люди, да, которые тебе дают возможность. Каждый из вас, который пришел в этот бизнес, благодаря людям пришли, понимаете? Как бы вот на чем строится, потому что, поэтому я говорю, нет случайности, ребята. То, что вы сегодня пришли сюда, кому-то сказал наставник, кто-то хотел поменяться, да, и вот так вашему намерению, да, вот в вашу жизнь пришел я, понимаете. Когда-то в мою жизнь зашли люди по моему намерению, я хотел когда измениться, когда я пришел первый раз в MLM бизнес. Так что мы пришли первый раз в MLM бизнес. Начали с партнера, это было в 2001 году, потом я стал президентом этой компании. Когда мы начинали этот бизнес, никто в нас не верил. Я вам честно скажу, даже родители не верили, даже братья, никто не верил, понимаете? А с одного А4 формата. Когда мы начали это все делать, я тоже начал учиться, у меня были наставники. Не все сразу, ребята, потихоньку учились в течение 5 лет. Почему я говорю, я даю практические инструменты, потому что я прошел с партнера до президента компании. Понимаете, вот эта система обучения, подписка, как работать с людьми, тактика, регионы, полностью на практике учился, ребята. Поэтому сегодняшние тактики, они будут очень полезны. Поэтому я говорю, я практик, понимаете, на практике прошел, даже был президентом компании. Потом открыли вторую компанию, это была Hyundai, прямые продажи, фильтры. Там у нас был проект такой практически. Мы с аулов собрали 100 ребят, пустых стаканов, да, и мы их научили продавать по $1000 фильтра. Может, вы встречались с такими людьми? Понимаете? И когда они пришли в этот проект, когда мы сняли им общежитие, повара наняли, вы знаете, они были пустыми стаканами, и они, когда смотрели на цену этих фильтров, они говорят, кто это купит? Это не твоя задача. Давай обучение пройди, потом посмотришь. И что случилось, ребята, я вам говорю на практике, через какие проекты я запускал, понимаете? После этого проходит время, через 2 месяца эти ребята проходят эти обучения, а потом через 7-8 месяцев из них вышли 40 человек, и каждый из них вышел на чек 1, 1,5–2 миллиона тенге, ребята. Это было реально на практике.
Этих людей мы воспитывали, вот этих новичков. А в MLM проекте это столько лидеров прошли, как бы помогли измениться лидерам. Понимаете? Вот такие проекты. Поэтому сегодня будут только инструменты. Конечно же, тренинг будет и психологический. Я буду сейчас останавливаться, что вы возьмете, допустим, да, что нужно будет для вас, чтобы взять вот это все, чтобы применить. Первая задача, ребята, понять. Второй шаг – принять. Третий шаг – освоить, ребята. Вот здесь будьте осторожны, хорошо? Теперь очень много людей задают вопросы, почему после тренингов люди некоторые не меняются. Я анализировал и сделал для себя выводы. Теперь я хочу на этом остановиться. Почему я об этом говорю? Потому что я хочу, чтобы после этих тренингов, когда вы начнете применять это на практике, чтобы у вас начало все получаться. Я буду давать и психологические инструменты, и реальные инструменты, понимаете? Поэтому я буду сейчас останавливаться, именно какие есть препятствия. Первый шаг, ребята, первое, это намерение. Ребята, держите сознание чистым. Вот сделайте, пожалуйста, намерение, да, сейчас. Вот, я должен освоить то, что вот здесь будет. Я учусь. Поставьте, сделайте свой мозг, скажите, что вы студент. Вам нужно подпитать эту информацию. Вот первое, намерение. Второе, ребята, полностью, пожалуйста, сидите здесь мозгом и телом. Понимаете? Особенно женскому полу. Потому что женский мозг, он работает в 6 направлениях, может работать. Поэтому, чтобы быстро осваивалось, я почему говорю, тело у некоторых здесь сидит, а мозг где-то там гуляет, на кухне или что-то, дети туда-сюда, там гуляют, понимаете? Верните мозг, потому что он сейчас вам нужен в фокусе, чтобы освоить. Если ты неправильно осваиваешь, ты не можешь завтра применить. Вот это фундамент, понимаете? Поэтому фокус нужен. Ребята, верните мозг, уберите проблемы, поставьте туда. После тренинга не беспокойтесь, они придут, эти проблемы к вам. Понимаете, я хочу, чтобы вы быстро освоили. И третье, ребята, я на чем хочу остановиться. Давайте поймем, ребята, чем отличается информация от знаний. Вот многие люди, мне кажется, не знают, потому что в качестве них я тоже был когда-то. Почему сейчас очень много стало всезнаек, да? Вот чисто мое мнение, я тоже был таким человеком. Я не хочу, чтобы вы становились таким человеком. Когда твой всезнаекский вот это сознание подключается, да, она приведет в зону комфорта. А зона комфорта приводит к чему? Роста тогда не будет. Я был в этом. Поэтому, ребята, давайте поймем, чем отличается информация от знания. Хорошо? Информация это что? Информация это то, что я вам говорю сейчас. Это будет информация. Вы будете подпитывать, осваивать. А как его превратить в знание? Как его превратить в знание? Вот здесь мы, оказывается, путаем. Да? Я сделал свой анализ. Понимаете, почему вот разных компаниях захожу, да, собирать лидеров. Я говорю, поднимите руки, пожалуйста, те люди, которые знают презентации компании. Все поднимают руки, 100 человек. Я говорю, теперь слушайте, пожалуйста, второй вопрос. Скажите, пожалуйста, кто умеет рассказывать эту презентацию? И вы знаете, 90 рук нету, остается 10 рук. Это что такое? Как вы думаете? Вроде человек знает, вот по вашей логике, как вы думаете, знающий человек, он должен уметь делать? Если он знает, он должен уметь делать, да? Вот здесь мы путаем, оказывается. Иногда мы знаем, но многие не умеем делать. То, что ты знаешь, если не умеешь применять в MLM-бизнесе, это стопор, ребята. Вот поймите, пожалуйста, это стопор. Почему? Смотрите, есть информация, ты освоил. Если не умеешь применять, она не превращается в знание. Поэтому, мне кажется, очень много стало как бы мы умников, да, в качестве как я. Понимаете? Как бы вроде бы знаем, вроде бы слышали, но не умеем применять. Вот на это я сегодня хочу вам поставить точку. Как? Ребята, то, что я вам говорю, это информация. Если хотите превратить его в знание, да, в знание, начните делать.
начните потихоньку делать. А когда ты умеешь применять, на первом этапе, ребята, шоколад не получится, потому что мы учимся, понимаете? Потихоньку нужно применять это. Когда ты начинаешь применять каждый день потихоньку, тогда постепенно по шкале, возьмем вот такую шкалу, она будет превращаться в знание. Вот это запомните, пожалуйста, вот трактуйте вот это своим новичкам, многим, когда будут приходить на ваши презентации, когда вы будете обучать, потому что здесь сидят, я знаю, мощные лидеры, да, я понимаю, да, есть новички здесь сидят. Поймите, пожалуйста, почему сейчас очень много умников стало, мне кажется, они путают информацию от знания. Поэтому, если хотите превратить в знание, начните делать на практике. Ребята, я буду вам давать сегодня инструменты, я буду учить, как пользоваться, но я за вас не буду делать. Понимаете? Вы начнете сами делать. Поэтому сейчас для вас нужно, когда есть команда, да, из команды надо научиться. У многих здесь есть новичков страхи. Они говорят, я не умею говорить, я не умею так разговаривать, как лидер, там, она такая. Понимаете, я вам скажу, я тоже когда-то так думал, когда смотрел на своих лидеров, как будто я на них смотрел, как будто они с неба свалились. Они такие, как будто талантливые люди, понимаете? Нет, ребята, просто они на практике учились натачивать свои навыки. Каждый навыку надо учиться. Так что я был тоже таким же, как вы. И вы можете научиться. Поэтому я говорю, надо правильно учиться. Понимаете? Поэтому не все сразу, ребята, но начнем применять. И превращать в знания. Эти 10 дней обязательно будем практиковать. Наконец-то уберем свои страхи, вот это, то, что я не умею, вот это все, понимаете? Начнем делать. Начнем делать. Делая, будем учиться на практике. Потому что моя цель, я хочу вас научить, чтобы вы не боялись и пользовались этими инструментами. Но те люди, которые, я вам честно скажу, очень многих людей я начал обучать, да, за 17 лет, сейчас провожу уже сколько тренингов, да, выходят люди, которые умудряются говорить, что, знаете, тренинг не работает. Тренинг когда работает? Когда ты начнешь делать, она будет работать. Если ты после этого тренинга сегодняшнего дня будешь сидеть опять на своем диване и не поднимать свою пятую точку, да, я всегда говорю, людям мешает пятая точка. У кого-то она, говорю, огромная, большая. Я не имею в виду снаружи, я имею в виду снутри, понимаете? И не может человек поднять пятую точку. Секрет успеха – это поднять пятую точку, понимаете? Поэтому, ребята, начните делать, тогда пойдет прогресс. Вот так мы учимся. Я хочу, чтобы действительно этот тренинг вы освоили, и у вас были мощные результаты. Потихоньку, потихоньку. Поэтому будьте внимательны. Инструменты нужно применять. А некоторые люди умудряются, которые не применяли, не хотят делать, до сих пор есть страхи, как бы начинают усложнять. Почему начинают усложнять, я сейчас вам объясню. Потом, еще на чем хочу вам дать ударение, будут домашние задания. Обязательно. И через день вы будете все выполнять эти домашние задания. Я вам честно скажу, я не буду контролировать ваши домашние задания. Для себя делайте, потому что воспользуйтесь этим тренингом. Наконец-то соберитесь и научитесь. Не делайте, чтобы вашу жизнь контролировали страхи, понимаете? Все равно придется учиться, если ты хочешь достигать успеха. Вот это запомни. А вот это шанс. 10-дневный тренинг тебе научиться, как бы начинать на практике. Вот туда давайте сделаем ударение. Хорошо, ребята? Поэтому, раз вы пришли, приняли решение, да, начнем действовать, ребята. Действия меняют мир.
Сейчас очень много умников стало, да, в качестве, я тоже таким же был, которые много думаем, мало делаем, ребята. Давайте с сегодняшнего дня начнем тактику менять. Не будем много думать, начнем много делать, мало думать. Много делать, мало думать. И при действии думать, как улучшить. Понимаете, вот такую я хочу вам тактику дать. А мозг, он ленивый мозг. Когда ты начинаешь усложнять его, да, он и так усложняет все процедуры, понимаете. Я сейчас вам покажу, как она работает, но не буду углубляться к этому, потому что на следующем обучении я дам этот инструмент, который вам всю жизнь будет пригодиться, этот инструмент, если вы начнете пользоваться этим. Поэтому фокус нужен. Теперь, что нам мешает, чтобы освоить вот это все? Вот на эти причины я хочу остановиться. Первое, друзья, почему многие люди не достигают в MLM бизнесе успеха? Первое, веры нету, друзья, веры. Если вы пришли на этот тренинг, друзья, хотите такой совет дам на миллион? Если вы пришли на этот тренинг, раз вы пришли, приняли решение, да, я поздравляю вас всех, друзья. Вы правильно сделали, что вы сейчас учитесь. Потому что эти знания пригодятся, чтобы выйти на другой уровень. Потому что вы развиваетесь. Те люди, которые не развиваются, они будут стоять на одном уровне. Так что я вас поздравляю. Такие люди, как вы, меняют мир в лучшую сторону в MLM-бизнесе. Вот это запомните, друзья. Так что я с вами, и мне будет приятно вас учить. Первое, поверьте, друзья, что этот тренинг, эти инструменты изменят вашу жизнь. Это первое намерение. Второе, когда вы начнете действовать, вы это увидите. Первый шаг. Второй шаг. Почему в MLM-бизнесе очень многие люди не достигают успеха? Потому что до конца не доводят дело. До конца не доводят дело. Потому что на каждом первом, третьем этапе они сидят, думают, так, я не могу так говорить, я не хочу, я презентацию не умею, вот это не хочу, вот это не умею. Вот эти, откуда они взялись, это негативные убеждения. Они контролируют нашу жизнь. Нашу жизнь контролируют наши негативные убеждения. Потому что человеческий мозг, она работает как компьютер, вот это запомните. Туда идет информация, закладывается, потом от этой информации начинается, закладывается твое мировоззрение. Ты будешь смотреть по призме этой информации на мир. Понимаете? Оттуда после мировоззрения закладывается твое мнение. А мнение, оно идет от твоего мировоззрения, от твоих негативных убеждений. Понимаете? Вот так, вот так. И поэтому вот эти негативные убеждения контролируют нашу жизнь. Что они говорят, что ты не сможешь, он же талантливый, вот так и так и так. Я не хочу. С сегодняшнего дня мы будем потихоньку чистить ваш мозг. Поэтому, друзья, моментальных результатов, сразу говорю, не будет. Почему? Запомните. Давайте представим, да, вот вам, допустим, вам 40 лет, 50 или 30 лет. Ваш мозг засоренный, за 30, за 40 лет, и вы хотите за 5 дней очиститься, да, от негативных убеждений, да, друзья? Нет, не бывает такого. Понимаете? Но я вам помогу. Если кто будет мать учения повторения, делать эти инструменты, вы очиститесь отсюда, от этих негативных убеждений. Хорошо, друзья? Поэтому, друзья, запомните, вот 40 лет, представьте, мусор, да, и нужно его чистить, да, за 5 дней мы не можем его прочистить, я вам честно скажу. Но эти инструментами, благодаря, вы можете очистить свой мозг. Поехали дальше, друзья. Теперь, четвертое. Многие люди почему не достигают успеха? Первое, они усложняют весь процесс. Второе, у них нету желания. Желания нету. В смысле желания? Теперь хочу остановиться. Вот скажите, пожалуйста, вот здесь сидят некоторые партнеры, лидеры,
особенно новички, да, когда вы пришли на этот тренинг, там наставник сказал или кто-то, вы же пришли на этот тренинг, кто-то вам сказал, тебе нужно посетить, как бы, ну, особого желания нету, да, ну, надо, значит, надо посетить. Когда вы так приходите, я вам скажу сказать, ребята, нужно страстное, сильное желание измениться. Когда вот эта бальная шкала будет превышать, да, когда человек сильно хочет, знаете, он сильно получит. Вот это запомните. Почему некоторые люди меняются быстро, а некоторые не меняются? Хотите скажу? Потому что я начал анализировать, да, когда у человека есть страстное желание измениться, да, и вы знаете, вот это желание, да, именно ему дает энергию. И когда он проходит через эти тренинги, именно как бы в направлении, да, он берет, глотает, как жадный человек, как голодный человек. Вот у вас было такое, да, вот кушать хотите очень сильно, как вы кушаете? Также ты всегда должен быть голодным к этим знаниям, понимаете? Тогда ты быстро меняешься. А когда ты включаешь всезнайский мозг, то, что ты знаешь, там, начинаешь умничать, я вам скажу, мозг 100% не подключается, потому что там стоит именно фильтр, понимаете? Поэтому я хочу, чтобы вы стали голодным на эти знания. Потом вы будете быстро осваивать и применять, у вас будет быстро идти трансформация. Вот на это я хочу остановиться. Сильное желание. Вот сейчас вам нужно сильное желание. Теперь усложняют, потом не хотят учиться. Я говорил, якобы знают. Понимаете? Я уже останавливался, он просто услышал где-то, там, увидел когда-то, и он думает, да, мозг так работает, он думает, я знаю, я же слышал когда-то. Вот здесь мозг нас обманывает. Почему? Потому что если ты знаешь, тебе задай вопрос, а ты умеешь это делать? Многие из нас, мы много чего знаем, ребята, но много чего не умеем делать. Понимаете? Вот это я когда осознал, мне пришло озарение. Я хочу, чтобы вы это тоже осознали. Сегодня будет чуть-чуть глубокие знания, так что готовьтесь, ребята. Иногда мозг будет действительно сопротивляться, потому что, смотрите, мозг как работает. Я хочу, чтобы у вас сегодня было легко, чтобы вы осваивали. Смотрите, ленивый мозг, говорят. Почему ученые говорят ленивый мозг? Потому что он как компьютер. И мозг любит усложнять. И когда что-то новое, он тяжело воспринимает. Понимаете, тяжело воспринимает. Для того, чтобы убедить его, вам нужно потихоньку начинать в первом шаге заставлять его. Потому что он будет отталкивать это все. Поэтому многие люди не хотят учиться. Потому что это нормально, что-то новое. А как усложняется мозг в втором шаге? Мы начинаем думать вот так. Так, мне надо вот это, мне надо подписать того. Я должен стать лидером. Так, вот это, так, до этого вот это. Ой, устал, спать хочу. Вот так работает мозг. Поэтому я не хочу, чтобы вы мозгом усложняли. Начните действовать и в процессе начинать улучшать и думать. Вот это и есть реальный инструмент. Теперь, как переубедить ленивый мозг? Начинаешь с помощью мать учения повторения, ребята. Когда ты начинаешь как бы идти, заставлять свой мозг, чтобы он работал на тебя. Первое ты заставляешь, а потом мозг начинает работать на тебя. Поэтому вот здесь нужны действия. Иногда вчера задают на казахском тренинге, некоторые слова вы повторяете. Для чего повторяю? Чтобы осваивалось легко в мозгу, ребята. Мать учения повторение, запомните. Почему мы быстро не учимся, да? Мы хотим все знать, да? Но не хотим все применять. Не надо этот мусор все знать. Таких умников очень много, я встречал. Почему ты такой умный, но почему ты такой бедный, я говорю. Понимаете? Вроде бы он все знает, да? Но он бедный. Зачем ему нужны эти знания, если он не может применять? Если он не может кого-то научить. А в MLM бизнесе знания нужны для чего?
Для того, чтобы ты умел применять и учить свою команду. Потому что хочешь ты, не хочешь, ты завтра станешь великим лидером. Чтобы становиться великим лидером, тебе нужны новые знания. И ты должен учить своих людей, чему ты сам научился. Поэтому сейчас очень много умников, которые вроде бы все знают, но не умеют применять. А я хочу, чтобы вы после этого тренинга хотя бы умели применять 2-3 инструмента автоматически. Вот эти инструменты, они приведут тебя к успеху. Понимаете? Не надо все знать. Надо уметь применять вот это золотое правило. Вот это запомните. Вот здесь есть ловушка у многих людей. Говорят, я посетил многие тренинги, я это все знаю, я слышал, хорошо, я тоже посетил, но ты умеешь применять. Некоторые лидеры не умеют применять. Понимаете? А в MLM бизнесе благодаря чему ты растешь? Благодаря команде, когда ты учишься сам и передаешь эти знания. Поэтому ты учитель и учишь, чтобы они умели на практике это делать. От того, что ты знаешь и не умеешь применять, и не умеешь обучать своих партнеров, первый шаг ты знаешь, второй шаг тебе надо уметь применять, третий шаг тебе нужно учить своих партнеров, чтобы они тоже умели это делать, понимаете? Но многие лидеры останавливаются на первом шаге. Они умеют сами, знать, умеют применять, и на этом они растут. Но не умеют учить своих людей, чтобы они умели применять. Почему? Потому что он знает, он сам проходит, но он не умеет применять. Поэтому он не умеет учить, чтобы они умели применять. Поэтому у него нет системы дубликации, поэтому у него нет ключевых партнеров, поэтому он ему лишь бы самому статус закрыть, все, остальные без разницы. Вот таких лидеров сейчас стало очень много. Я не хочу, чтобы вы были таким. Понимаете? Я хочу с фундамента вам правильно поставить обучение. Поэтому, ребята, не сопротивляйтесь, когда ленивый мозг будет сопротивляться, заставляйте, чтобы он начал работать. Учитесь хотя бы вот этот шаг применить, второй шаг применить, третий шаг применять. Понимаете? Первым красиво все, не старайтесь сделать вот это красиво. Не получится первого раза красиво все. Понимаете? Потихоньку учитесь, скажите, что вы учитесь. Тогда мозг хорошо воспринимает. А многие делают ударение, мне нужно сразу заключать контракты. Нет, ребята, когда вы нацелены на результат, сразу заключить контракт, 2-3 человека, если вам откажут, поэтому новички сливаются. И вы думаете, я не умею, оказывается, делать. И как ты пришел в этот бизнес, неделя, ты хочешь уже сразу быстро учиться подписывать, тебе надо сперва научиться. Взять инструменты, а потом надо учиться использовать эти инструменты. А наставник твой должен контролировать, в этом тебе помогать, понимаете? Как ты это делаешь, учить тебя. Вот здесь очень много ошибок допускаем в фундаменте. Поэтому, если сидит новичок, тебе надо сейчас учиться разговаривать, натачивать свой язык, натачивать любой навык. Любому навыку можно научиться. Первое, надо учиться этому навыку. Второй шаг нужно сделать, чтобы этот навык зашел в привычку у вас. Тогда вы автоматом по привычке это будете делать. Почему многие успешные люди говорят, измени привычку, и ты станешь успешным. Внедри привычку успешных людей. Потому что она реально меняет людей. Поэтому вот на это я хочу дать вам ударение. Почему? Потому что вот так мы учимся, ребята. Сами учимся. И учим своих людей, чтобы они применяли. И растем вместе с командой. Тем больше ты научишь многих людей, тем больше ты будешь расти. Тогда ты будешь фундаментально правильно строить эту команду. Вот этому нужно. Почему я говорю, я буду давать новые подходы? Именно вот эти подходы я хочу дать. Потом, не ждите моментального результата, новички, пожалуйста. Почему? Потому что сразу результатов не будет. Тебе нужно самому сперва научиться.
А быстро, когда мы учимся, вот здесь MLM бизнес нам помогает. Когда мы учим других, мы быстро учимся. Вот это правило, пожалуйста, напишите.